На базе Центральной библиотеки прошла отчетно-выборная конференция Интинской городской организации, Коми Республиканской организации Всероссийского общества инвалидов. Открывая заседание, с приветственным словом выступили Ирина Артеева, депутат Государственного совета Республики Коми, и Елена Моторина, заместитель руководителя администрации округа. Дорогие уважаемые наши люди с ограниченными возможностями здоровья, мы на вас, честно вам скажу, я постоянно, когда смотрю на вас, я равняюсь на вас, потому что, как бы вам тяжело не было, вы всегда идете, делаете, танцуете, поете, в спорте участвуете и всегда добиваетесь того, что вы той цели, которую вы поставили перед собой. Я поздравляю вас с работой конференции. Еще раз скажу, что работа была плодотворной, спокойной, и вы выполнили все те задачи, которые поставили. Ну а вам всем желаю крепкого здоровья и того же оптимизма, который у вас есть. Хорошо? Хорошо. Спасибо вам большое, что вы есть. Спасибо большое за то, что вы такие активные. Ирина Викторовна очень хорошо сказала про вашу активность. Я вам от всей души желаю эту активность продолжать. Администрация, Григорий Иванович передал, что ваши самые лучшие идеи, которые направлены на вашу хорошую совместную деятельность, обязательно ваши идеи все будут поддержаны. Желаю вам плодотворной, конструктивной работы, удачи вам, успехов. И хотелось бы отметить, что за последние годы наша Интинская организация общества инвалидов пополнилась новыми членами. Вы стали более сплоченней. Я вас стала больше видеть на всех мероприятиях, как спортивных, так и культурных. Спасибо вам большое за это. И очень большую работу в обществе проводят люди, которые занимаются именно этой организацией. Я бы сейчас хотела их назвать и отдельно поблагодарить. Это, конечно же, Любовь Васильевна Куланина, это же Любовь Павловна Сапуга, Маргарита Ивановна Мацедонская и Екатерина Андреевна Сергеева. Спасибо вам большое за вот эту организационную работу. Это тот оплот, который вот вас всех объединяет. И хотелось бы еще поблагодарить Аллу Владимировну за поддержку нашей организации со стороны республиканской организации, потому что без поддержки, без помощи, конечно, нам было бы тяжело. Поэтому спасибо вам большое. Ну и, конечно, частичка Инты вам в подарок от нас. Одним из важных вопросов заседания встал вопрос избрания нового председателя организации. Им стала Любовь Васильевна Куланина, которая являлась до этого момента исполняющим обязанности председателя, и долгое время весь объем работы лежал на ее плечах. Данное решение присутствующими было принято практически единогласно. В нашей организации до некоторого времени состояло 239 человек. И эта база очень долгие годы не чистилась, потому что люди уходили, приходили. И буквально вот на днях мы привели эту базу в порядок. Спасибо Елене Ефимовне. И в нашей организации состоит сейчас 59 человек. По словам новоизбранного председателя, основные задачи, которые ставит себе Интинская организация на предстоящий период, это приведение в порядок базы учета и создание ее электронной версии, привлечение в организацию новых членов и расширение аудитории, и, конечно, актуальной остается мониторинг проблем инвалидов. Ведется работа с обращениями граждан. Мы обращаемся в администрацию, обращаемся в прокуратуру. Вы знаете, мы занимались тем, что пытались отстоять свои права по поводу качества и воды горячей и холодной. В этом нам помогали наши депутаты. Мы очень тесно взаимодействуем с местными органами власти, то есть если есть какие-то проблемы, мы обращаемся к Елене Ефимовне, если нужно, то и Григорию Ивановичу. То есть мы поддерживаем тесную связь. Поддерживаем связь и с органами социального фонда. Они нам выделяют путевки, которые по Максаковку.
И занятия физической культурой, спортом и туризмом у нас, по-моему, налажено достаточно хорошо. Нас Ирина Викторовна принимает всегда с удовольствием в своем спорткомплексе. И хочу сказать, что не только занятия спортом, но есть возможные культурные мероприятия, которые связаны, у нас в городе связаны с библиотекой, они всегда нас приглашают, и с библиотекой у нас имеется клуб, который называется «Мы вместе», и который работает уже очень много лет. Являясь директором спортшколы «Интинская», которая уже долгие годы сотрудничает с Интинской организацией инвалидов, Ирина Артеева также выступила с отчетом о работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья. Спортивная организация предоставляет прекрасные возможности для занятия адаптивными видами спорта и проведения досуга таким гражданам. В настоящее время в группы записано 30 человек. Инвалидам доступны боча, дартс, настольный теннис. В тренажерном зале есть возможность проводить тренировки с учетом индивидуальных потребностей и занятия на различных специальных тренажерах под руководством инструктора. Также доступно адаптивное плавание. В плавательном бассейне ведется работа с детьми тяжелой формы ДЦП. В течение учебного года на базе спортшколы «Интинская» спортсмены с ОВЗ успешно выполняют нормативы комплекса ГТО и получают заслуженные награды. Помимо прочего, в целях стимулирования спортивной активности и мотивации спортсменов с ОВЗ практически ежемесячно проводятся всевозможные культурно-массовые мероприятия и соревнования для этой группы лиц. По итогам заседания также был принят новый устав организации.